Хотел показать немножко место, где мы остановились. Это вот столовая, кухня. Пойдем сейчас на 3-й этаж, где нам дали комнату. Такая физзарядка утренняя. Вот в этой комнате мы живем. Такая комнатка. Телевизор, холодильник, шкаф и душ. Тут столик стоит. Едем по таинственному лесу на смотровую площадку на бухту Геленджика. Джунгли, да. Глядя на эту необъятную синеву, простирающуюся до горизонта, я вдруг поняла: посредством мыслей невозможно проникнуть в глубину сути Вселенной, увидеть истину. Для того, чтобы понять ее, нужно мысли обуздать и лишь слушать, смотреть, дышать, чувствовать. Мы решили остаться в Геленджике на 2 ночи. Небольшая передышка большого путешествия, так сказать. Но все равно не смогли усидеть на одном месте. Проснувшись, сразу же поехали на смотровую площадку, которую обнаружили на карте. Затем решили посмотреть город. Гуляли по побережью, любуясь местными пляжами, на которых то и дело стояли знаки «Купаться запрещено». Приятного аппетита! Доехали мы до Черного моря. Второе море нашего путешествия. Что вы тут кушаете вкусного? Харчо. Харчо. Что вы тут делаете? Вошли. Там смотри, этот колесо есть. Черное море и курортные города, обычно ассоциирующиеся с летним отпуском, в рамках такого путешествия воспринимаются совсем по-другому. Как временный маленький причал, всего лишь одна из множества жемчужин красивого ожерелья. Ты получаешь удовольствие от увиденного, наслаждаешься, но не отдаешь много внимания этому месту. Лишь столько, сколько требует от тебя масштаб всего странствия. Встретили земляков 774. Там опять вон облака это прилипли к горам. Вчера, когда ехали в Геленджик, по пути видели водопады. Решили, что сегодня к ним обязательно съездим. Это водопады на реке Жанне, которая находится в 16 километрах от Геленджика. Очень спокойное и красивое место. Посетили знаменитые дольмены. Это древние каменные сооружения, построенные более 5000 лет назад, то есть они даже постарше некоторых египетских пирамид. Ученые не знают, зачем и кто их строил. Кто-то говорит, что это погребальное сооружение, кто-то, что внутри дольменов проводились древние жертвоприношения. Возможно, это места для медитации или храма. Ясно одно – дольмены строились для чего-то очень серьезного. Выточить огромную плиту из песчаника или вырубить ее из камня сложно даже сейчас. Внутри дольменов наблюдается сильное электромагнитное колебание. Говорят, что там замедляется ход часов.
панамским дорогам, смотрим город, изучаем. Целых 2 ночи у нас была одна неизменная локация для сна. И так было странно просыпаться и видеть потолок. За столько времени и тело, и разум приняли другую реальность. Реальность, где потолков нет. Нет вообще границ. Весь мир – дом. И нет ни одной причины привязываться к одному месту. Сознание, привыкшее за столько дней к движению, вновь требовало дорог. Проснувшись в 4 утра, мы продолжили наш путь. Мы поехали в Крым. Конечно, сейчас ничего не видно, там всякие военные стояли с автоматами. А сейчас вон... Крымский мост. Крымский мост, да-да! Поехали по мосту. Засниму Крымский мост, через который ничего не видно. Вот маленько так. Тут Азовское, значит, море. А с той стороны, где ничего не видно, там Черное море. А тут вот дальше Крым. Полуостров есть. Блин, так не видно, так не видно. Немножко вот так вот видно. И в этом полуострове есть озеро соленое. Вот оно, кстати, озеро, прям видно. О, вот мост. Там вот корабли падают, плавают. Дорожка у них. Вот мы проехали мост, а еще не проехали полностью. Такое ощущение, как будто за рубеж едем. Вот. Да? Да, вот как перед Казахстаном, Что-то Крым нас встретил дождиком. Едем по побережью, в районе Феодосии. Крым нас встретил дождем. Мы планировали проехать по берегу Черного моря. На полуострове мы были впервые и собирались посетить достопримечательности, которые лежали у нас на пути. А судя по карте, их было достаточно много. Замки, крепости, пещеры, парки, мысы. Это Крым. Идет дождик. Межгорье. Красота. Цветы. Но Крым будто не хотел нам открываться. Всюду, куда бы мы ни приехали, стояли высоченные каменные заборы, вход за который был платный. Приехали мы в Судак, в Крыму, и хотим подняться вот на эту крепость. Сейчас посмотрим, сколько будет стоить это все дело. Мы даже по пути находили родник, а питьевая вода у нас как раз заканчивалась. Так даже этот родничок был спрятан за высоким каменным забором, и мы не смогли набрать воду. Мы не смогли сфотографироваться на фоне ни одного дворца. Ехали так долго и упорно к пещерам, потратив огромное количество времени, но, добравшись туда, увидели, что вход стоит порядка 4000. Другая пещера, когда мы приехали, уже закончила рабочий день или вовсе не работала, в округе не было ни души. До кассы сейчас дойдем. Интересно, что до кассы дойти. Мы потыркались туда-сюда и поехали дальше. Мы просто ехали от одной достопримечательности к другой. По пути останавливались, чтобы пофоткать красивые виды. Бесплатно. Посмотрите, какой вид. Там даже вот горизонта не видно. Где-то здесь море, где-то воздух. Это очень красиво, это очень красиво. Это другая красота, не такая, как в Дагестане. Вообще невозможно все равно, нереально.
После такого гостеприимного и открытого Дагестана, где каждый новый поворот приветствовал нас как дорогих гостей, где каждая гора словно открывала нам свои объятия, Крым казался нам негостеприимным, недосягаемым. Мы словно тщетно пытались достучаться до его закрытого холодного сердца, что все же не мешало нам наслаждаться извилистым серпантином, петляющим по склонам межзарослей густых лесов, восхищаться неописуемой красотой каскадов гор. Недалеко от Аушта на карте мы присмотрели место для кемпинга и направились туда. В Аушту заехали после 10 вечера, когда закат красивой алой вуали растянулся на уставшее небо Крыма, и ночь потихоньку начала укрывать мир своим темным одеялом. Кемпинга, где мы надеялись переночевать, там не оказалось, и мы, как часто во время путешествия, остановились в тихом месте и легли спать. Доброе утро! Тут мы ночевали совсем недалеко от моря. Доброе утро! С утра проснулись, время 6 утра и едем в сторону Ялты. Такие вот дороги прикольные здесь, небо красивое, жизнь прекрасная. Ищем родник? Родника нет и нет. Какой-то непроходимый лес. Птичка там шебуршит. Как будто медведь шебуршит. Какие узкие улицы показываю я. Одностороннее движение. Еще половину дороги занимает машина на обочине. Не очень тут респектабельно. С Алушты мы поехали в сторону Ялты, на знаменитое Ласточкино гнездо. Это Ласточкино гнездо. Ничего сказать не могу по этому поводу. Вот просто это гнездо стоит и стоит себе. И все. Воронцовский дворец. Заехали в Воронцовский дворец и поехали на мыс Фиолент, что на Севастополе. Посетили Георгиевский монастырь, в котором бывал Пушкин, и поехали на Бахчисарай. Ханский дворец. Вы приехали? Бахчисарай. Такой вот. Ай. Я решила поснимать на видео. Чукали. Ой, Ханский дворец. Там реставрация, внутри 80% всего закрыто. Говорит, это вот стену, видимо, ханства. А там внутри само ханство. Стройка века, да? Посмотрели на каменную стену Ханского дворца и на его ремонтные работы и посетили Свято-Успенский пещерный монастырь, что находится совсем рядом с Бахчисараем. Оттуда стартанули в Евпаторию в надежде там заночевать, но нам зарядили 800 рублей за кемпинг, и мы решили, что вообще не будем ночевать в Крыму. Полуостров как встречал, так и провожал нас дождем. Кстати, все 2 дня у нас в Крыму не ловила сеть, и мы были вообще без какой-либо связи. Мы мчались по идеально ровной дороге магистрали, каких больше нигде в России нет, и думали, что впечатлений, вероятно, было бы намного больше, приедем мы в Крым перед Дагестаном. Но случилось, как случилось. Мы решили переехать мост и свернуть налево, в Темрюк, на берег Азовского моря, и там заночевать. Вчера мы ночью переехали мост Керченского залива, и
Иркутский район. Кипятим чай, сейчас проснулись. Остановились на автокемпинге. Здесь идет подготовка сезона. Еще никого нету. Нас спустили, заплатили на 300 рублей. Доброе утро. Привет. Сережа уже ходит, смотрит, чай кипятит. Все тут, все дела уже сделал. Вот так вот близко к морю мы ночевали сегодня. Ушел дождик. Ты кто там? Время 6 часов утра, как всегда. Мы выспались. Сейчас поедем скоро. Азовское море. Май. Сережа пошел купаться. Как? Огонь! Все. Огонь? Да. Холодно? Футболку? Тебе вытереться надо? Ай, полотенце не взять, да? Нет. Вообще соленое такое, да? Не знаю, не помню. Черное море. Май. Специально приехали на Черное море, чтобы Сережа мог искупаться. Не успел, знаете ли. Теплее тут море-то. Так, потяжка. Дальше мы ехали по Ростовской области, наслаждаясь красивой природой, облаками и закатом. И доехали до самого Волгограда. Там и ночевали. А на берегу стоит город Волгоград. Мы здесь сегодня ночевали. Там хотелось бы показать, где машину. Сейчас машина немножко наверху. Такое место. Пока ехали по Волгоградской области, нашли на карте Розовое озеро. Это соленое озеро Ильтон, в котором до 1880 года добывали соль. Затем, когда залежи уменьшились, здесь появились санатории. Ильтон считается одним из самых глубоких соленых и минерализированных озер в мире. Говорят, что и грязь здесь лечебная. У нас как раз питьевая вода закончилась. Мы спросили у местных, нет ли здесь поблизости родников. Нам подсказали про этот колодец. Там очень вкусная вода, кстати. Ой, так она тяжелая теперь. Ночуем сегодня здесь, на берегу Волги. Еще одну ночь мы ночевали на берегу Волги. И на следующий день по пути заехали на Иргизские водопады в Самарской области. Прекрасный пример коллаборации человека и природы. До дома было еще порядка 1500 километров, а мы не спеша ловили рыбу на берегу реки Иргиз и наслаждались нашим удивительным путешествием.